Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, алмагъдуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной выпуск программы «Обсудим с Русланом», где я вместе с вами обсуждаем, какие наиболее интересные новости произошли в Республике Башкортостан за минувшую неделю. Так, начнем с экономики. Я уже в своих прошлых выпусках говорил о том, что Республика Башкортостан очень быстрыми и катастрофическими темпами из-за неумелого правления Радия Хабирова, а также главы правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова, республика наша катастрофическими быстрыми темпами идет к своему верхнему планку госдолга. То есть республику загоняют в долги очень быстрыми темпами. И когда я в прошлых своих выпусках говорил о том, как быстро мы идем к верхней планке госдолга, я озвучивал тогда цифру, что 67 миллиардов рублей на тот момент был госдолг Республики Башкортостан. Верхняя планка нашего госдолга составляет 75,9 миллиардов рублей. Так вот, буквально на этой неделе пришла новость новая о том, что к 1 июля 2025 года госдолг Республики Башкортостан достиг 74 миллиардов 100 миллионов рублей. То есть мы практически приблизились к той планке, верхней планке госдолга, после которой наша Республика Башкортостан, ей придется либо повышать планку госдолга, либо Минфин Российской Федерации начнет ограничивать нашу республику, урезать наши социальные проекты, будет пересматриваться бюджет и так далее. То есть наша Республика Башкортостан понизится в рейтинге доверия, кредитоспособности. В общем, ничего хорошего от того, что мы достигаем, приближаемся к планке госдолга, к верхней планке госдолга, ничего хорошего от этого нету. Нашу Республику Башкортостан, на мой взгляд, специально загоняют в долги. И если, скажем, Республика Татарстан берет долги, у нее госдолг больше, но она берет долги у федерального центра, то наша Республика Башкортостан берет долги у банков, у коммерческих банков под большие проценты. А сегодня мы знаем, что кредитный процент составляет 21%. То есть Центробанк России установил верхний процент 21%. Соответственно, банки уже дают под еще больше процент. 25, по 30% возможно. И под такие проценты наша Республика Башкортостан берет долги. Соответственно, мы все будем расплачиваться. Все жители Республики Башкортостан будут расплачиваться за это неумелое правление Радия Хабирова и Андрея Назарова, которые просто загоняют нашу республику в долги. Чем они собираются расплачиваться, непонятно. Возможно, вновь будут продавать предприятия, которых практически не осталось уже в собственности нашей республики. Возможно, будут продавать недра наши, отдавать их под разработку, опять, как сейчас это происходит в Коркытау, и о чем я в последующем скажу, о новостях, связанных с Коркытау. То есть нашу республику неумелые правители, которые сейчас уже 8-й год находятся у руля республики, загоняют в долги, и делают ее просто какой-то, банановую республику превращают, строя всякие арки, всякие дворцы и так далее. Деньги уходят на разные празднества, всякие инвест-сабантуи, поездки в Санкт-Петербург и так далее, и так далее, и так далее. То есть дорог нету, газификации нету, зарплаты одни из самых маленьких по Приволжскому федеральному округу. Недра наши расхищают. Мало того, зарплаты, я недавно звонил, с ребятами разговаривал из Башкортостана. Они говорят о том, что во многих предприятиях зарплату просто уже по много месяцев не платят. Задержки идут большие. Цены растут. Поэтому Хабиров, человек, который вообще он никогда не умел управлять республикой. Он ею управлял максимально только жестко со стороны через репрессии. Чтобы подойти как грамотный управленец, он этого никогда не умел делать. И, соответственно, такого же неумеху он привлек
Андрея Назарова, который заработал все свои деньги через махинации, через мошенничество, через связи там в верхах Кремля. Где-то там заносил чемоданами, ему давали там контракты, и все на строительство и так далее. Вот он за счет этого заработал денег. Человек с таким с криминальным прошлым, достаточно большим, человек, который покупал свой диплом о высшем образовании, человек, который насиловал башкирку, вот такой человек управляет у нас кабинетом министров в Республике Башкортостан. Лучший друг Хабирова. Скажи мне, кто твой друг, да, я скажу, кто ты. Ну вот, пожалуйста, сладкая парочка, как говорится. Поэтому эти люди, вот эта сладкая парочка и загоняет нашу республику в долги. А расплачиваться будут все жители Республики Башкортостан. И чем будут расплачиваться, совершенно еще непонятно пока. То ли налоговую нагрузку повысят на всех жителей Республики Башкортостан, либо, как я говорил, будут расплачиваться собственностью или недрами, или землями, или лесом нашей республики. К сожалению, пока вот так. Следующая новость, как раз я хотел пока поговорить про Кыргызстан. Итак, на хребте Кыргызстан, которую так яростно отстаивают местные жители Абзелиловского района и не хотят отдавать ее под разработку русской медной компании, которая собирается там добывать нефть, строить там горно-обогатительный комбинат. Так вот, уже сейчас началось бурение на хребте Кыргызстан, разведывательные так называемые работы. Буквально недавно было опубликовано видео, где как раз показывали, как это все происходит, и показали масштаб, вокруг себя масштаб вырубки леса, то есть показали, на видео видно, что это не такой большой участок, но если посмотреть, если вам не лень, вы можете посмотреть через Google карту, да, вот, и увидите, что Google Map показывает совершенно другую картину. Масштаб вырубки там огромный, просто огромный уже сейчас. То есть, если какие-то скважины, вот эти небольшие скважины, которые им нужно пробурить для геологоразведки, так называемые, хотя это просто все фикция, они прекрасно знают, что там есть медь, им и геологоразведку они проводят. Они же сейчас как говорят, что вот мы проводим геологоразведку, и если будет подтвердиться, что там есть медь, тогда вот у нас есть лицензия на разработку. То есть это все как бы фикция, профанация на самом деле. Они прекрасно знают, что там есть медь. Это просто то, что они должны исполнить по закону. Так бы они давно бы уже начали бы уже там добывать бы и взрывать. Просто они обязаны по закону пройти вот этот этап с геологоразведкой. Вот и они сейчас уже начинают вырубать. Я так уверен, что они вырубают уже не просто под геологоразведку, а вырубают уже конкретно под разработку. Поэтому и такие масштабы вырубки лесов на Кыргызстан. Посмотрите, пожалуйста, еще раз говорю, кому не лень, зайдите в Google Map, в карту и посмотрите, какие вырубки там, сплошные вырубки лесов на Кыргызстан, да. Вот поэтому сейчас они там показали, что якобы они одно пробурили отверстие, будут еще 20, всего будет 21 отверстие пробурено, то есть еще 20 отверстий на глубину 250 метров вглубь горы будут буриться они. То есть это все профанация, еще раз говорю. Они давно знают, что там есть медь, и они просто уже заранее готовят площадку под строительство ГОКа. Что я считаю, ни в коем случае нельзя допускать. То есть, почему я так считаю? Потому что они уже сейчас показывают свой оскал. И вот буквально сегодня видео гуляет в интернете о том, как временно исполняющий обязанности Абзелиловского района, которого поставил Ради Хабиров, это Айрат Аминев такой, как он на встрече с жителями просто кричит нагло на людей с криками с такими там: «Ты меня достал, вон отсюда, я не хочу с тобой разговаривать» и так далее. Да, ты сядь вообще, или это выгони нахуй. Сядь, пожалуйста, говорит тебе, ты со своей студии ты меня достал уже, я сюда. Не барон надо мной, я все говорю. А куда тебе это? Я еще раз раньше крутил сам. Я тебе говорю, тебе, если там не с тобой пришел общаться, я с ребятами, мужиками пришел общаться. Вот так не надо говорить. Ну так почему ты я тебе говорю, что я так не буду.
говорят. Ну это уже другое. Это не я. Вот я не правоохранитель, я говорю. Не пришел, а так, вот надо так, сейчас там. Не я, тебе другое говорит. То есть человек встал и высказывает свою позицию по хребту Карктау, что он не хочет, чтобы разработка шла. Объясните как бы причины, почему вы хотите разрабатывать, что есть нарушения, что будут проблемы с экологией. А этот временно исполняющий обязанности, то есть еще даже не глава района, а уже, еще пока только временно исполняющий, а уже ведет себя так, как будто вот он, ну там, что вокруг него там крепостные собрались, рабы, а вот он там такой барин и начинает орать там: ты заткнись, ты меня достал, уходи отсюда, я не хочу с тобой разговаривать. Вот понимаете, вот такое отношение. И вот эти люди, они сейчас пока декларируют нам всем, что вот якобы мы там вам создадим рай, в Абзелиловском районе рабочие места, там социальные какие-то проекты, все будет хорошо, но уже себя ведут вот так вот с людьми, с местными жителями. То есть, что говорить о том, когда уже они построят этот ГОК, когда уже там будут себя чувствовать как хозяева, когда вот этот временно исполняющий станет главой, но все, никакого мнения там у людей никто не будет слушать, никто их не будет спрашивать, никто с ними не будет считаться. То, что против скажет, заведут уголовное дело, как на Урала Байбулатова, либо вот так будут затыкать рот: ты кто такой, заткнись, пошел вон отсюда. Это вот, скажем так, уровень сегодняшних чиновников Ради Хабирова. Они берут пример с него. Сам Ради Хабиров точно так же себя ведет при общении с местными жителями. Он боится общаться с местными жителями. Вспомним, как он общался в Сибае, да, когда там была проблема со смогом, который шел из карьера, сибайского карьера. Как он приехал и как он начал сразу же наезжать на местных жителей. Вы что тут меня пугаете? Вы тут хотите митинг, что ли, устроить? Кто вы такие? Понимаете? Ну вот уровень вот его, да? И здесь с него берут пример вот эти вот чиновники, мелкие сошки, которые пришли к власти только за счет того, что их Хабиров туда выдвинул. А почему он их туда выдвинул? Потому что эти люди циничные, беспринципные, которым вообще плевать на природу того района, где они руководят, скажем так, или будут руководить. Им плевать на местных жителей, на их мнение, на их желания. Они не собираются с ними общаться, не собираются с ними разговаривать. Они с ними будут себя вести, как я сказал до этого, как барины с холопами, да, с крепостными. Вот такие люди и нужны Хабирову. Человек, который будет непосредственно отчитываться непосредственно перед Хабировым, а не перед жителями Республики Башкортостан. Который будет проводить политику не жителей Абзелиловского района, а будет проводить политику Ради Хабирова, главы, лже-главы Республики Башкортостан. Вот такие люди сегодня там, на местах, они выгодны Ради Хабирову, чтобы вот такие люди беспринципные, скандальные, которые не будут слушать местных жителей, которые не будут считаться с мнением местных жителей, которые будут проводить, еще раз говорю, политику русской медной компании и политику Ради Хабирова. Вот такие главы. Но если он думает, что таким способом он сможет там как-то усидеть долго или завоевать авторитет, но я его уверяю, вот этого Аминева, что он оттуда с поста главы, с учетом того, как очень быстрыми темпами Россия ближется к краху, то с поста главы он уедет в наручниках. Потому что когда падет режим и Республика Башкортостан станет независимым государством и власть в Республике Башкортостан возьмут местные люди, то Аминев первый будет в очереди на суд, да, на суд, где его будут судить за те его действия, которые он ведет сегодня против местных жителей Республики Башкортостан, против природы Республики Башкортостан, как он собирается уничтожать хребет Карктау. А вместе с ним и другие подобные предатели, манкурты, которые сегодня мы видим, они себя не скрывают, они думают, что вот этот режим будет вечен. На самом деле не так. Режимы падают очень быстро,
а потом эти люди начинают либо перекрашиваться и говорить, что мы всегда были с народом, нас заставили, вы нас не так поняли, на самом деле мы там с народом, мы всегда с ним были, либо просто начнут сбегать с республики, но далеко убежать ни у кого не получится, поймаем всех и всех привлечем к ответственности. Следующая новость, которую я хотел с вами обсудить, это то, что Росгидромет включил два города Республики Башкортостан, Ишимбай и Стерлитамак, в список, где река Агидель загрязнена выбросами из предприятий. То есть специалисты считают, что вот Агидель считается хронически грязной рекой уже с 2018 года. И вот два города попали в список, где река считается очень загрязненная. То есть мы знаем, что центральная река Агидель наша протекает через многие-многие районы и города, в том числе города построены на реке Агидель. Так вот, Ишимбай и Стерлитамак считаются наиболее такие города, как с наиболее грязной водой, да, вот, которая протекает по этим городам. Ишимбай, почему Ишимбай попал в этот список? Стерлитамак, понятно, Стерлитамак попал в список, потому что там БСК, и там это указано в отчете Гидромета, что БСК максимально загрязняет реку Агидель. И когда боролись за Куштау, и наши ученые, и Марс Сафаров неоднократно доказывал, что БСК просто убивает. БСК, это башкирская содовая компания, просто убивает реку Агидель, сливая туда отходы с предприятия. Вот. И река просто, во-первых, вся живность, которая там есть, вся микрофлора этой республики, этой реки, она просто там умирает от тех выбросов. Мы видели белые моря, которые БСК накапливает в шламохранилищах, и никто не знает, что с ними делать до сих пор, и не знает, как от них избавиться. То есть со Стерлитамаком понятно, там вот и завод «Авангард», вот, и БСК «Сода», то есть они уничтожают и убивают реку Агидель. Почему Ишимбай попал туда? Потому что в Ишимбае же нету, уже практически не осталось никаких предприятий. Да, там были до этого там и нефтеперерабатывающие заводы и так далее, еще в 50-х, 60-х годах, там, 70-х годах. Но сейчас они там практически не осталось. Но Ишимбай попал, потому что Салаватское градообразующее предприятие Салават нефтеоргсинтез, да, в прошлом, сейчас это Газпром нефтехим Салават называется, он, то есть, убивает реку, и, соответственно, вода уже вниз по течению идет через город Ишимбай. То есть Ишимбай попал за счет Салавата. А в Салавате, да, Газпром нефтехим Салават, он убивает реку тоже своими выбросами в реку Агидель, уничтожая ее. И мы знаем, что там строится все больше и больше химических каких-либо там вредных заводов. Вот при Хабирове туда много там начало строить химических заводов вредных. Акриловый завод туда построили, против которого жители протестовали и не хотели, чтобы этот завод был построен. И сейчас город Салават, некогда хороший, развивающийся, богатый город, он сейчас находится в таком в упадке, потому что зарплаты практически там нормальные не платятся на Газпром нефтехим Салавате. И город сам не вкладывается, город находится в таком убитом состоянии, люди оттуда бегут. И если в 90-х годах, тогда Салават нефтеоргсинтез, так называемый, скажем так, было действительно градообразующее предприятие, которое просто развивал город. Город красивый был, рос, хорошие зарплаты были. То после того, как Газпром купил вот это предприятие, он просто оттуда выкачивает все ресурсы, сбавил в 3-4 раза зарплаты местным жителям, местным работникам. Ну и вообще, насколько я сам из города Ишимбая, да, родом с Ишимбая, я там жил, я там родился, я там жил, и я с детства ходил на рыбалку на Агидель, там есть две реки, Тайрук и Агидель,
И вот я скажу так, что я всегда любил рыбачить на Тайруке. На Тайруке, потому что более чистая вода. И рыба, которую там ты ловишь, она нормальная на вкус была. А вот если ты ловишь рыбу в Агиделе, то там всегда фенолом пахла река, и сама рыба, когда ее жаришь, она всегда пахла вот этой вот фенолом, вот этой нефтью. Невозможно было кушать ее. То есть тогда еще была она загрязненная, как бы, да, вот это все шло с советских времен. А я как раз там жил в советские времена. В 89 году мы оттуда переехали из Ишимбая. Вот, и до этого времени я там ходил на рыбалку и с отцом, и с друзьями. И вот я говорю, что там всегда рыба вот такой запах несла в себе. То есть она была убита вот этим советским режимом, который просто никогда не соблюдал какие-то там законы, которые бы помогали бы держать нашу природу в чистоте. То есть он всегда уничтожал природу, не смотрел ни на что, не смотрел на то, как река, будет убита река или не будет убита река, что с выбросами. Вот. Никто тогда не соблюдал никакие законы. То есть и постепенно в 90-х годах, когда там Муртаза Рахимов, когда наша республика был суверенитет нормальный, то все начало, скажем так, начали соблюдаться такие законы, этим предприятиям начали выдвигаться требования, чтобы они там ставили очистные сооружения и так далее. То сейчас, во времена Путина, то есть опять все пришло к тому, что вот сплошные выбросы химические, загрязнение рек и так далее. Вот мы знаем, что есть общественная организация Стерлитамак Дыши, которая борется за чистоту воздуха против того, что там постоянные выбросы в воздух идут от предприятий, от химических предприятий города Стерлитамака, города Салавата. Мы помним, там и много различных там акций у них было в защиту вот природы, окружающей среды. То есть сейчас не соблюдаются никакие нормы, никакое законодательство по защите окружающей среды. И вот эти предприятия, которыми владеют олигархи, друзья Путина, они плевать хотели вообще на природу, на нашу башкирскую, на наш воздух чистый, на наши реки чистые. Им главная их задача выкачивать прибыль. И это будет продолжаться до тех пор, пока республика, пока республику ставленники Москвы, пока вообще всей Россией управляет вот эта банда Путина. Как только это все прекратится только тогда, когда режим Путина рухнет, когда Россия распадется, когда Республика Башкортостан получит независимость и когда к власти придут настоящие патриоты своей республики, своего народа башкирского, и когда мы возьмем власть в свои руки и просто будем действительно управлять республикой через любовь к ней, пытаясь сохранить ее уникальную природу, ее реки, соблюдая все нормы законодательства, мировые нормы законодательства. Если будут какие-то предприятия, то они будут следовать строго нормам законодательства по сохранению окружающей среды. И я думаю, что те предприятия, которые мы будем приглашать, которые у нас будут, скажем так, открываться, строиться, это будут международные предприятия, которые именно вот и будут соблюдать все нормы по защите окружающей среды. Те предприятия, которые сейчас просто тупо выкачивают у нас ресурсы, загрязняют нашу природную среду, они закроются. Либо перестроятся, либо закроются. По-другому никак. И последняя новость, которую хотел с вами обсудить, это очередные аресты, точнее, очередные сроки нашим баймакским героям, баймакским заключенным, по так называемому баймакскому делу. Итак, Оренбургский областной суд, а конкретно именно судья Евгений Курганов, дал сроки Ахату Гибадуллину, Динару Акбалину, Даяну Валееву, Диму Давлеткильдину, Галиму Заманову и Ильнуру Хажиеву. Вот 6 фигурантам баймакского дела, так называемого баймакского дела, вынес сроки.
Гибадуллину, Заманову и Хажиеву он дал 5 лет, этот судья. Акбалину, Валееву и Давлеткильдину 5,5 лет лишения свободы. Вообще вот этот Евгений Курганов, судья, он уже не первый раз судит наших баймакских ребят, точнее не баймакских, а наших башкирских ребят по баймакскому делу. Уже до этого он выносил сроки, такие же обвинительные. И, конечно же, этот человек, мы следим за ним, за этим судьей, и мы, скажем так, сделали галочку под его фамилией, и человек этот, конечно же, будет нести ответственность за то, что он просто ни за что судит людей, ни за что выносит им сроки, и сажая их на такие долгие годы. Конечно же, он ответит за свои вот эти действия перед законом Республики Башкортостан. Мы его в любом случае доставим потом, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы его доставим в Республику Башкортостан, и там будем судить его вот за то, что он сегодня делает. За то, что он просто разрушает семьи, сажает людей ни за что. Просто за то, что люди пришли поддержать своего общественного деятеля Фаиля Алсынова. Вот. Ну, кстати, здесь хотел заметить, что вот вынесли срок Диму Давлеткильдину. Мы помним, что с его именем было связано то, что его пытали, ему там повредили позвоночник, когда кидали его об пол копчиком. Вот, и это было такое громкое событие в этом вообще баймакском деле. И многие писали о нем тогда, говорили о нем, что ему не давали лечения, его не отвозили в больницу, его там максимально мучили, как только можно. Вот ему вынесли срок в 5,5 лет. Вот этот судья Евгений Курганов. Ну что ж, я еще раз повторяю, что все, кто задействован в этом деле, всем, кто выносил сроки, всем, кто обвинял, всем, кто расследовал якобы это дело, всем, кто давал показания, всем, кто давал указы и приказы, все они понесут наказание в любом случае. Мы это дело просто так не оставим. Все, кто участвовал в давлении, посадках людей, в убийствах людей, потому что мы не забыли про убийство Рифата Даутова. И, конечно же, мы найдем всех, кто участвовал в убийстве Рифата Даутова, и все они понесут заслуженное наказание. На этом все. Выпуск заканчиваю. До новых встреч, до следующей недели. На следующей неделе будут новые новости, и мы с вами также их обсудим. Хурматлы милләттәштәр, осыр шаңа текрем.